Друзья, приветствую вас на своем канале. Сегодня очень интересное и важное видео. Особенно оно будет полезным и интересным для выпускников и их родителей. Дело в том, что ко мне обратился один монгольский бизнесмен, который смотрит мой канал и у которого есть обширные связи в Европе. И этот человек связался со своими друзьями, рассказал о проблемах коренных народов, в частности бурятов, ну и вообще в целом о том, что коренные народы есть такие в России, у них проблемы из-за всей этой ситуации в России, да. И европейские его друзья откликнулись, и они совместно придумали очень интересный пилотный проект. Давайте, друзья, расскажу вам сейчас подробности, да, немного, но повторяю, что это пилотный проект. Итак, друзья, смотрите, какое интересное предложение. Выпускники, которые заканчивают в этом году школу, они могут приехать сюда, в Улан-Батор, поселиться бесплатно в общежитии и год изучать немецкий язык, а также осваивать одну из рабочих профессий. И также получать еще стипендию 100 или 200 евро. Затем, по окончании этого года, они едут уже в Германию. Также живут бесплатно в общежитии, получают стипендию уже 1000 евро. И в этот же период уже могут начинать работать. По окончании года проживания в Германии они могут уже попросить германское правительство, чтобы им разрешили привезти своих родственников, братьев, сестер и так далее. То есть такая вот интересная программа. А визу им предоставят на основе вот этого вот учебного ВНЖ, который они здесь получат в Монголии. Такой вот пилотный проект. Какие профессии они будут получать? Ну, то есть автослесарь, ну, все, что связано с рабочими профессиями. То есть в Германии на самом деле нехватка рабочих профессий, и такие люди им были бы, которые могли бы работать руками, крайне интересны. Также, в принципе, да, есть возможность и уже для взрослых людей туда поехать, тоже изучить язык, уже начать работать. Но об этом, я думаю, чуть попозже. И давайте немного теперь поговорим об условиях вообще, да, чтобы этот проект запустился. Потому что я говорю, что это пилотный проект. Дело в том, что вообще вот европейцы, оказывается, они на самом деле о наших всех проблемах не знали. Они, во-первых, очень плохо знают, что есть вообще такие коренные народы. И, естественно, они не знают о наших проблемах, потому что мы сюда приехали, сидели все молча, не высказывались. К сожалению, мой блог, он начал развиваться, ну, не так быстро, да. Если бы я, конечно, уже вот с такой нарощенной аудиторией сюда приехал и начал бы сразу говорить, возможно, все это было бы быстрее. Ну и не только же от меня зависит. В принципе, ну, к сожалению, никто этими вопросами не занимался. И они просто даже не знали, да, что вот у коренных народов есть такая проблема, что нужно им каким-то образом помочь, посодействовать. А так, в принципе, они, конечно, готовы нам помогать. И какие условия, да? Сейчас я вас попрошу, чтобы вы либо в комментариях, либо написали в Инстаграм, если не хотите, да, какой-то там публичности, либо в Телеграм-канале написали, да, либо я еще почту приложу, что вам такое предложение интересно. Сейчас я вам всем подробностей не могу сказать, потому что это еще пилотный проект, он в разработке, и он будет зависеть только от нас самих, о том, насколько нам все это в действительности интересно выпускникам, да, в первую очередь. Если интересно, да, соберется достаточное количество людей, чтобы их создать группу и обучать, да, и в дальнейшем уже отправить в Германию, то, конечно же,
этот проект запустится. Но они сейчас не знают, насколько это действительно актуально, насколько нам нужна помощь и насколько мы вообще активны. И почему я вот в последнее время как бы целых 3 ролика об одном и том же говорю. В принципе, видите, друзья, никто как бы в мире особо не знает, что мы есть, что нам нужна помощь, что мы нуждаемся вот в такой вот поддержке, да. Мы, к сожалению, все воспитаны в тоталитарном обществе, где одно из главных правил – это молчи, не высовывайся, не говори, как-то сам молча там справляйся. Но в современном демократическом мире все устроено по-другому. Попроси какую-то помощь, тебе обязательно помогут. И от вас я тоже жду активности, о том, чтобы вы мне писали в комментариях, либо просто писали плюсик, если вам все это интересно. И также мне еще посоветовали очень такой, я думаю, ценный совет дали, что мне нужно, чтобы вы почаще приходили ко мне на интервью, либо не на интервью, а просто, да, появлялись как-то. Имеется в виду те люди, которые где-то сидят, не обязательно высказываться, да, говорить там я против войны, все такое, да, не обязательно, конечно. Просто нужно вообще людям показать, что нас много и мы нуждаемся в помощи. Я думаю, понятно, да, какой основной месседж-то. Если они будут видеть, что там 1-2 человека, да, где-то ходят, то, естественно, эта вся программа не может заработать. Ну, а если видно будет, что людям это интересно, там большое количество людей, то да, все это заработает. Нам будет оказана помощь. Поэтому не нужно бояться, не нужно стесняться и так далее. То есть надо быть настроенными на то, что, это уже я сам думаю об этом. И, естественно, это все нужно будет подписывать петиции и так далее, да. Лично вот одному бежать сейчас там в немецкое посольство, да, смысла нет. Это все равно все будет делаться целенаправленно. То есть уже есть некоторые наработки, поэтому бежать там одному, стучаться туда, не надо, да. То есть это должно быть нормально все сделано, оформлено. И, друзья, вот, в общем, если вам такая интересная вообще тема, да, я вам уже все сказал. Пишите обязательно, дайте активность, да, дайте о себе знать. Еще раз напомню, вот выпускники этого года, да, пока разговор идет об Бурятии, да, но это не говорит, что там тувинцы или калмыки не могут, да, или саха-якуты. Конечно, все это будет, просто будут еще дополнительные люди привлечены, да, с этих регионов, или здесь, в Монголии найдутся те, кто будут за эти направления отвечать. Смотрите, вы приезжаете в Монголию, да, получаете азы профессий, учите язык в течение года до уровня там B2, что ли. И в этот момент живете бесплатно в общежитии, еще получаете стипендию в размере 100-200 евро. На следующий год вы на основе вот этой вот монгольской визы, да, учебной, получаете визу уже в Германию. Едете туда, 3 года обучаетесь, получаете стипендию 1000 евро, потом живете там, учитесь, получаете рабочую профессию и уже еще в процессе обучения уже можно работать. И спустя год-два можете пригласить свою семью, родственников, и затем уже начинаете работать там в Германии. Смотрите, друзья, я думаю, это очень интересное предложение с учетом того, что в России сейчас намечается очень неспокойная ситуация. Во-первых, война идет. Во-вторых, все пахнет тем, что начнется гражданская война. То есть будет нестабильность, да, невыплата зарплат, пенсий и так далее. То есть я считаю, что если вы заинтересованы в какой-то спокойной, мирной жизни, в развитии, то вам я думаю, вам это предложение будет очень интересно. Сейчас пока, да,
нету подробностей. Вы только пишете, да, интересно. Я вижу, что много людей, уже мы на основе вот этого всего делаем аналитику, показываем людям, и затем уже там те люди, да, из Европы, из Германии, они принимают решение и запускают этот проект. Вот. Вообще, в целом, да, это не говорит о том, что только выпускники, да, могут такой возможностью воспользоваться. Будет программа и для взрослых уже людей. Там, в принципе, рабочие руки очень нужны. Оказывается, большая нехватка в младшем медицинском персонале, это медсестры. То есть, я не знаю, какая именно там будет программа для уже взрослых людей, но если будет активность, если людям будет интересно, такая программа тоже будет, да. То есть, ну, по-любому надо будет все-таки язык изучить, и уже можно будет туда ехать работать. Ну, как вы понимаете, в Европе все-таки очень хорошие условия, хорошая зарплата. Ну ладно, друзья, в конце концов, это ваше решение, ваше право. Если вам интересно, вы, как я уже сказал, проявляете активность. Ну, если нет, то, ну, как бы, ну, нет так нет, да, на нет и суда нет. Ладно, друзья, если вам интересен вообще такой формат, если вам интересны такие предложения, да, о работе, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Все, до встречи.